Доброе утро. Рад вас всех видеть в это дождливое, но чудесное, прекрасное утро. Давайте мы поднимемся на наши ноги, помолимся, благословим это собрание, будем совершать богослужение, то, ради чего мы сюда пришли. Аллилуйя! Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за это чудесное утро, за милость Твою, благодать к нам, за то, что мы могли прийти сюда своими ногами, Господи, за то, что мы можем поклоняться Тебе, слышать голос Твой, назидаться от Тебя. Мы славим Тебя, Господи, поклоняемся Тебе, ибо Ты великий Бог, Ты царь царей. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господи, и просим Тебя, Твоего благословения, Господи, Твоего помазания. Господь, двигайся, как Ты хочешь, делай, что Ты хочешь, Господь. Работай с нашими сердцами, работай с нашими умами, Господь. И прими всю хвалу и поклонение, которое мы приготовили Тебе, ибо Ты достоин. И весь Божий народ сказал аминь. Давайте мы Господа прославим, Ему аплодисменты дадим. Аллилуйя! Проклятие, кто любит вечно, кто не оставит, Господь царь славы и царь для всех царей. Кто громом славы мир сотрясает, пред кем трепещет душа живая, Господь царь славы и царь для всех царей. И все вместе, о, это благодать, о, вечная любовь, Ты принял на себя мой крест и мой позор, Ты свою жизнь отдал, меня освободил. Иисус, я буду петь о Твоей любви.
Божий заклан за нас. Агнец Божий славу достоин принять. Агнец Божий заклан за нас. Агнец Божий славу достоин принять. Агнец Божий заклан за нас. Достоин, достоин, достоин Он, это благодать. О, вечная любовь, Ты принял нас в себя. Мой крест и мой позор, Ты свою жизнь отдал, меня освободил. О, Иисус, я буду петь о Твоей любви. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, Иисус, за любовь Твою, Иисус, за благодать. Любовью вечную возлюбил Он Тебя, и потому простер к Тебе свое благоволение. Спасибо Тебе, Господь. Стою я здесь, вся жизнь моя в Тебе. Я знаю, рядом Ты, Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно — гореть лишь для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. 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 Лишь один, только Ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, он только для Тебя. Иисус, Ты Твоем, хочу я быть всегда. Еще один день, он только для Тебя. Иисус, Ты Твоем, хочу я быть всегда. Я знаю, рядом Ты, Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно — гореть лишь для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Лишь один, только Ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, он только для Тебя. Иисус, Ты Твоем, хочу я быть всегда. Еще один день, только для Тебя. Иисус, Ты Твоем, хочу я быть всегда. Иисус, Иисус, Ты
на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Аллилуйя, Господь, а слава только Тебе. Мы так хотим с каждым днем приближаться к Тебе все больше и больше, Иисус, и наполняться Тобой. Не забуду я, как Ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Знак от Тебя — это облако дневное, огонь ночной. Бог, иду я за Тобою. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. No bapamin, berhanap bengken bigini. Uno kayata, sudah pin bot kalabuku. Berhatin bos kala, morane tutan turkutu. Tangaran begini, kehilangan kini. Haleluya,
Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Ты всегда можешь торжествовать во Христе. Победа в Иисусе Христе над любыми обстоятельствами, любыми проблемами. Господь в Тебе, и Его победа с Тобою. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя, мы взываем к Тебе и поклоняемся Тебе в каждом дне. Все во мне взывает, все течет к Тебе. Пусть меня расплавит Твоя любовь с небес, и я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Во всех моих глубинах мне нужен Дух Святой. Своей рукой веди меня и осияй собой, и я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Духа мене лип, еха
престолом Твоим овладей, моим сердцем, Господь, овладей. Благодарю, Господь, что в Тебе есть все и во всем. Ты жизнь, Господь, Ты наше дыхание, и без Тебя нет жизни, Иисус. Мой Господь, Ты мое дыхание, без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Мой Господь, Ты мое дыхание, без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. На моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой, аллилуйя. На моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна вышних, я в руке Твоей, в руке Твоей. О, Иисус, в руке Твоей, в руке Твоей, в руке Твоей. Аллилуйя.
Господи, все наши жизни в Твоей руке, Господь. Весь мир находится в Твоей руке, Господи. Ты великий Бог, Творец всего и Создатель всего. Ты контролируешь все, Господи. Ничто не происходит без того, чтобы Ты не знал, Господь. Мы преклоняемся перед Тобой и просим Тебя, Господи, веди нас дальше по жизни, Господь. Мы когда-то доверили свою жизнь Тебе, и мы продолжаем уповать на Тебя. И мы верим, Господи, что Ты проведешь, что Ты не оставишь и не покинешь, как Ты сказал, Господь. Господи, просим Тебя, благослови каждого человека, который когда-либо был в нашей церкви, который когда-либо сюда приходил, Господь. Даже тех людей, Господь, кто, может быть, слышал слово, ушел домой и еще не принял того самого важного решения в своей жизни, Господь. Мы просим Тебя, Господь, благослови каждого, веди каждого, Господь. Не оставь, говори в сердца, Господи. Господь, Ты меняешь жизни людей. И мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы жизни людей в нашей церкви, они менялись к лучшему, Господь. Чтобы мы познавали ту силу, которая воскресила Христа из мертвых, Господь. Чтобы мы шли и совершенствовались, постигали Тебя, узнавали, что есть воля Твоя для нас на каждый день, Господи. Чтобы менялась жизнь наших родственников, наших семей, Господи. Мы просим Тебя об этом. Прямо сейчас я провозглашаю перемены к лучшему в жизни каждого. Просто чтобы отношения, они восстанавливались. Во имя Иисуса, Господь, мы просим Тебя, там, где разрушены отношения, пусть они восстанавливаются, Господь. Пусть Твое помазание, оно будет над этим, Господи. Аллилуйя. Господь, просим Тебя также за каждого болящего в нашей церкви, Господь. Если есть какая-то болезнь, просим Тебя о полном исцелении и восстановлении во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господи. Благослови каждого. Также мы просим Тебя, Господь, за всех людей, кто сейчас в унынии. Может быть, у кого-то депрессия. Господь, именем Иисуса Христа мы разрушаем всякую депрессию. Пусть всякий дух унылости он оставит во имя Иисуса Христа. Повелеваю, просто нет никакого места. Господь, Ты уже все совершил на кресте. И мы просим Тебя, Господь, благослови. Пусть это будет явлено также в нашей реальной жизни, Господь. Пусть не будет никакого уныния, Господь. Ты всегда даешь какой-то выход, Господь. Ты всегда показываешь, как нам идти. И дай нам и дальше уповать на Тебя и знать, что Ты наша надежда, Господь. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы обстоятельства не менялись в жизни людей на физическом уровне. Чтобы это было не только по вере, Господь. Если кто-то оставил надежду, Господи, ободри его, дай ободрение. Пошли людей, скажи нужные слова. Прямо сейчас я провозглашаю ободрение и радость во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в нашей республике, Господь. Благослови, благослови каждую церковь, Господь. Благослови пасторов, благослови прихожан, Господь. У Тебя одна церковь, Господи. Много поместных общин. И мы благословляем всю Твою церковь, Господь. Какой бы деноминация она ни была, Господь. Пусть люди, они приходят и они узнают Тебя. Господи, мы не проповедуем церковь, но мы проповедуем Христа распятого. Господь, если человек, он приходит к Тебе, познает Тебя, его жизнь меняется к лучшему. Пусть будет так, Господь. Пусть каждый найдет свою общину, Господь. Пусть придет во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя также за руководителей нашего города, нашей республики и нашей страны, Господи. Благослови их, как мы их благословляем, Господь. Непростая ситуация и в стране, и в мире, Господь. Предстоит принятие также много еще непростых решений. И мы просим Тебя, Господь, пусть это будет в соответствии с Твоей волей. Господи, пусть эти люди, они слышат Тебя, Господь, приходят к Тебе. Пусть они руководствуются тем, что лучше для страны, и руководствуются Твоей волей. Насколько это возможно, Господь. Окружи их такими людьми, которые будут давать им мудрые советы. Господь, благослови их во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал:
Аминь. Еще раз доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Не садитесь. Подойдите к кому-нибудь. Возьмем пару минут. У нас опять людей прибавилось во время прославления. Произошло чудо умножения. Поприветствуйте кого-нибудь. Скажите что-нибудь хорошее, приятное. Благословите кого-то. Особенно если вы видите кого-то первый раз. Давайте воплощать это в действие. Хорошо, пока все это происходит, можно попросить детей выйти сюда перед сценой. Дети, подростки, можно выходить. Мы за вас помолимся, благословим вас. Хорошо. Каждое воскресенье мы благословляем наших подростков, наших детей. Сегодняшнее воскресенье не исключением. Поэтому давайте мы помолимся за них, благословим. Аллилуйя! Господь, благодарим Тебя за каждого подростка, за каждого ребенка в нашей церкви. И просим Тебя, Господь, благослови их, как мы их благословляем, Господи, всяким Твоим благословением. Прежде всего, Господи, благослови их крепким физическим и духовным здоровьем, Господь. Пусть каждый из них вырастет крепким, с твердыми убеждениями. Пусть не идет никогда на компромисс со своей совестью. Я провозглашаю, что каждый из них, он будет четко отличать добро от зла, что есть хорошо, что есть плохо. Если будут сомнения, они будут знать, что есть тот, кому можно прийти и проконсультироваться всегда. Это Ты, это Дух Святой. И я прошу Тебя, Господь, пусть с малых лет они уже научатся доверять Тебе, Господи. Господь, Ты лучший советник, лучший водитель. Пусть они научатся молиться Тебе, научатся слышать голос Твой, я провозглашаю это просто. И научатся получать советы от Тебя во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Да будет так. Все, дети, можно идти вниз. Аллилуйя. Еще раз доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Присаживайтесь. Можно чуть ближе. Мы вот специально не ставили стулья вдоль задней стенки, но они все равно там появляются, и все равно люди садятся. У нас культура, да, такая, наверное. Но знаете, как прославление. Сколько их не это. Сначала все вдоль самой дальней стенки прятались за аппаратурой. Потом, когда вышли вперед, но все равно как бы совсем близко как-то не очень, видимо, стоять. И все время пытаются прижаться дальше и дальше. Туда, как бы уйти, да? Вы не бойтесь. Лучше сидеть спереди. Лучше слышно, наверное. Хорошо. У нас есть немаловажная часть служения. Это также десятина и пожертвования. Вы знаете, что у нас можно делать это в электронном виде. Сейчас будут ведра, можно также давать таким образом. И я благодарю за каждого человека, и Господь пусть воздаст просто каждому. Я помолюсь. Господь, благослови каждого, кто когда-либо давал, кто дает, Господь. Пусть рука их не оскудеет никогда, Господь. Пусть все будет хорошо. Пусть на все всегда хватает, Господи. Просто дай мудрости каждому человеку.
в нашей церкви, как распоряжаться деньгами, как планировать расходы, как планировать доходы, как управлять финансами, Господь. Я провозглашаю свободу от долгов в нашей церкви. Я провозглашаю, что каждый человек, он, несмотря ни на что, он достигнет этого и будет свободен от всяких долгов. И чтобы было по Писанию: не будьте никому ничего должны, кроме взаимной любви. Пусть будет так, Господи. Аминь. И вы заметили, у нас потихонечку мы преображаемся. Ну, кто не видел, у нас ковровое покрытие. Вот у нас Любовь Николаевна приехала. Наверное, еще не видела. Уже видели. Но все равно хорошо же, да? Вот, и вы заметили, что у нас грязи меньше перед домом стало. То есть сделали отсыпку, песок, щебень. Я вам открою секрет, что цены с прошлым годом по сравнению вообще не сравнятся. Они поднялись, поэтому за все отвечает серебро. Слава Богу за того человека, кто благословил, помог и все это дело сделал. И у нас там еще до конца снег не растаял. Может быть, мы, когда все это растает, побольше отсыпем, все сделаем. Вот. Я к чему? К тому, что также молитесь, пожалуйста, за то, чтобы была мудрость в том, как нам делать ремонт, как нам двигаться. Потому что вы понимаете, да, что на это тоже мудрость нужна. Ну, без нормального планирования и первоочередные задачи, я просто вам открою секрет, у нас течет кровля, вот здесь постоянно в эркере как бы падает, вот сегодня, например, дождик, ну, она течет, когда прям совсем ливень. И мы ждем строителей, которые вот у нас делали, которые ковровое покрытие ложили. Следующий этап: мы должны сделать водостоки и починить в этом месте кровлю. Это прям немаловажная задача, потому что у нас все течет, бежит по стенам, стены эти, краска она отваливается, штукатурка отваливается. В общем, ничего хорошего. Как бы не хотелось все сделать красиво внутри, но есть какие-то фундаментальные вещи, да, то есть, ну, без крыши никак. Вот, поэтому мы их ждем. Благословляем, чтобы у них все было хорошо, чтобы они сделали свою работу, пришли к нам и также с умом доброкачественно сделали. Нам надо также еще увеличить немного вынос кровли, если вы понимаете о чем. У нас слишком короткая, как-то вот не рассчитали, стены утеплили, и получается, что у нас кровля, она совсем коротенькая и туда бежит. В общем, это все требует и средств, и времени, и ничего, что я вас посвящаю в такие, как-то сидите. Я понимаю, сегодня дождь, у меня тоже такое настроение, такое меланхоличное. Такое, как бы... Да, но я думаю, что вам как сказать, не безинтересно, вот, да, не безразлично, что происходит, что мы делаем. Вот, такой вот небольшой отчет. Также мы продолжаем еще, все-таки вы заметили, да, у нас, как вы заметите, что вот этой тумбочки нет и вот этого столика, значит, у нас вот как раз подключение какое-то произошло, но вы заметите, у нас там стол появится, туда пульт переедет, и я все этого жду вот уже, и как бы верю, что уже скоро, уже вот неделя-две, в зависимости от транспортной компании. Хорошо? Сегодня у нас поделится словом Любовь Николаевна. Давайте мы ее поприветствуем. Давно ее не было. Добрый день, дорогая церковь, рада всех видеть, тем более в уютном зале. Вы знаете, все темы, которые освещаются обычно с кафедры, они важные, все библейские темы важные. Но есть среди них особо важные, я бы сказала, жизненно важные. Вот именно к такой теме относится сегодняшняя. Название ее «Стоит ли твой дом на скале?». Какие обычно возникают у вас ассоциации со словом «скала»? Что-то твердое, каменное, возвышенное, труднодоступное, там, устойчивое, неподвижное, большое. Ну да, вот такие, да, ассоциации. То, что не колеблется от ветра, бурь, от напора водных стихий. Словарное определение слова «скала» – это каменная глыба,
с крутыми склонами и острыми вершинами. Ну, представили себе, да, скалу? Библейское переносное значение слова «скала» и равно слово «камень» одинаковое. Какое? Кто такой скала у нас? Кто у нас камень? Аминь. Иисус Христос, наш Господь. Сегодня я предлагаю вам углубиться в это слово и разобраться, строим ли мы свою жизнь на скале, на Иисусе Христе. Зайдем с вами издалека. В Писании нам даны примеры для подражания. Не только библейских героев, но и поведение некоторых животных. В частности, приведен пример орла и полевых мышей, мудрость и осторожность которых связана именно со скалой. Орел живет высоко на скале. Он там ночует, устрояя свое гнездо. Обычно дом его построен на зубце утеса, то есть на остроконечных вершинах. Это места неприступные, самые безопасные места. И это написано в Иова 39 главе. А в притче 30 главе описаны 4 малых животных. Муравьи за их трудолюбие, саранча за согласованность действий, пауки за настойчивость достижения цели, а полевые мыши за пояс защиты и укрытия в скалах. Мудрость всех этих животных, она несоизмерима с их физической величиной и силой. Мыши – это какие животные? Это слабые, это немощные, беззащитные творения и очень боязливые. Но Бог компенсировал их недостаток, вложив в них природный такой инстинкт к самосохранению, дал им особую мудрость, благодаря которой они выживают, и во главу всего они поставили безопасность и стремление спастись. Мыши строят свои дома где? На скале, в природных расщелинах, в камнях. И за это они названы мудрыми из мудрых. Вот именно за это. Многие из вас, скорее всего, помните притчу о желании одного короля иметь картину, которая излучала бы умиротворение и покой. Был проведен соответствующий конкурс, в итоге было, так сказать, внимание короля привлекли 2 картины. На одних из них была изображена такая умиротворяющая картина, это тихое озеро, описывать не будем его. На втором, если помните, были горы, острые и угрюмые. Что это? Скала. Это скала, у подножия которых бушевало море. К тому же шел дождь, ливень такой, молнии сверкали, водопад по стене стекал. И вот именно эту картину и выбрал король. Так как, знаете почему? Если помните, он в расщелине увидел что? Что он увидел в расщелине? Помните, нет? На крошечном кустике маленькую птицу, которая там свела гнездо, и, несмотря на все это безумие, которое вокруг творилось, спокойно высиживала яйца. И в конце притчи автором был сделан такой замечательный вывод о том, что настоящий покой – это внутренний покой. И мы с вами понимаем, исходя из Писания, о чем конкретно идет речь, и можем дополнить, исходя из сегодняшней проповеди, что настоящий покой может проявиться только тогда, когда ты в правильном месте построил свой дом и уверен в безопасности этого места. Человек – это существо немощное, дорогие. Ведь он сам себя спасти не может. Ему нужен Спаситель. И ему нужна скала. Ему нужно укрытие, прибежище, защита. Именно осознание собственной нужды, немощи должно влечь нас к тому, кто является этой надежной скалой, основанием нашей жизни, как написано в 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Я по данной мне от Бога благодати, это Павел пишет, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос. Ключевое место Писания на сегодня, драгоценные, это Матфея, 7 глава. Это конец самой главной проповеди на все времена. Конец какой проповеди? Нагорной проповеди. А значит, что-то чрезвычайно важное Господь хотел сказать нам этим словом. И сегодня мы начнем с 24 стиха. Итак, всякого, то есть Матфея 7, 24. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Слово камень, там слово Петра, скала, каменная глыба, утес. Поэтому скала и камень это одно и то же здесь. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не устоял, он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто, слушая сие слова мои и не исполняет их, уподобится человеку, какому? Безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение этого великое. Прочитаем сразу параллельный стих из Луки 6 главе, потому что он существенно дополнит характеристику благоразумного строителя. Лука 6, 48. Он, то есть благоразумный, он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на дом тот, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Итак, человек, который слушает и исполняет Слово Божье, это благоразумный, это мудрый человек. Другой перевод – это такой человек, он уподобится, станет реально похожим на Иисуса Христа. Этот человек трудится, он копает и, углубляя свою жизнь во Христе, строит на скале. И скала, и глубина – это кто? Это наш Господь Иисус Христос. С Ним человек благоразумный соединяется, сливается воедино. И потому, когда пошел там дождь, реки разлились, подули ветры, он устоял. Он в связке с Иисусом Христом. Что символизирует дом, скажите мне? Дом что символизирует? Духовную жизнь человека. Духовную жизнь человека. А слушающий Слово Божье и не исполняющий его, это человек безумный, глупый, безрассудный, который построил дом на песке. Он не углубился. И без основания построил дом свой, который не устоял под натиском стихий и упал. Согласно этой притче, каждый из двух домов подвергся одинаковым испытаниям, драгоценные. Там ничего не дополнено нигде. Одинаковые. Но на них обрушился одинаковой силы шторм и буря. Но перенесли испытания они по-разному. Один дом упал, а другой устоял на месте. И нам с вами нужно сегодня понять, в чем была особенность каждого строения, их сильные и слабые стороны. Давайте разберемся вначале, кто эти два строителя. Ну, каждый для себя так ответьте. Вы же, наверное, размышляли над этим местом Писания, когда читали хотя бы. И я вам поясню. Это не один благоразумный христианин, а другой, который назван безрассудный, просто неверующий человек с улицы. Нет. Оба строителя написано, что они что? Слушают Слово Божье, слова сии мои написано. То есть Слово Христа они слушают. Неверующий человек не слушая Слово Божье. Итак, это два христианина, которые ходят в церковь, которые читают Библию, которые обращаются ко Христу Господь. Только один из них, истинный, рожденный свыше христианин, он не только слушает, но и исполняет то, что слышит. То есть живет по слову, так как верит тому, кто сказал это слово. А другой строитель – это драгоценный номинальный христианин. Это фиктивный, это ложный христианин. То есть сам себя так называющий. И сам себя относящий к ученикам Христа, но таковым, по сути, не являющимся. Внешне их жизнь ничем особо не отличается.
Они до поры до времени оба строят свой дом, свою духовную жизнь. И их жизнь, на первый взгляд, кажется похожей, как похожи внешние дома в этой притче, и как похожи в начале плевелы и пшеница в другой притче. То есть внешне среднестатистический христианин мало чем отличается от среднестатистического номинального христианина. Почему я так говорю? О человеке, который вроде верит, ведь исповедует Иисуса Христа Господом. Да потому что если человек истинно верит в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, то он будет свою веру проявлять. А если он не исполняет Слово Божье, а значит и волю Божью, в этом слове изложенную, то его вера не имеет дел. Это мертвая вера, это безверие. Просто такой человек живет в обольщении, имеет о себе высокое самомнение и сам себя обманывает, считая, что у него все в порядке, у Бога он верит и Слово Божье знает. Да, он верит, что Бог есть, но и бесы веруют и трепещут, драгоценные. Он Бога, и такой человек не знает лично, и не стремится приблизиться, и не прикладывает усилия, и не ищет его лица. Это о таких людях можно сказать так, как в свое время Бог сказал через пророка Исаию об Израиле. Это в 29 главе. А Иисус о лицемерных книжниках и фарисеях в 15 главе Матфея. Давайте это место зачитаем. Матфея 15, 8. «Приближаются ко мне люди сие устами своими», то есть, да, Господь, Учитель, «и ждут меня языком». Песни поют. «Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Сейчас с кем можно уподобить людей, которые ведут себя подобным образом? С религиозными людьми. А таких, к сожалению, очень много. Такой человек пытается строить свою жизнь по своим человеческим правилам, заповедям человеческим. Здесь мы читаем в 9 стихе. Каким? По договорным. Жить по некому соглашению. Я тебе, Боже, посвящаю часть своего времени, хожу в церковь, читаю словом, жертвую что-то, даю какие-то десятину даже, возможно, некоторые благие дела делаю, а ты мне в ответ на это шли свои благословения, давай свое обеспечение, свою защиту и жизнь вечную. Драгоценные, вам не кажется, что это так в мире построены отношения между людьми? Например, между соседями. Я не приступлю твоей межи, а ты не приступай моей. Я тебе буду косить траву летом, допустим, а ты мне поможешь урожай картошки собрать по осени. Но такой драгоценный принцип отношений не работает в Царстве Небесном. Здесь отношения какие? Слово такое ключевое. Заветные. Заветные. Это как между мужем и женой. То есть есть интим, есть доверие, есть взаимная любовь, есть заветная ответственность и обязанности друг перед другом. Это совсем другой уровень отношений. Разве не к таким людям, живущим религиозной жизнью, и которые, строя свой дом на песке, обращается Иисус в стихах выше, в этой же 7 главе. Если вы заметите, то 24 стих, с которого мы начали с вами сегодня, начинается словами «Итак». То есть эта притча о 2 домах, о 2 строителях является продолжением мысли, начатой ранее. И поэтому давайте мы с вами вернемся к Матфея 7 главе, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Я думаю, что многие в свое время приткнулись об этот стих. Многие. А где написана воля Отца, скажите мне? Где? В Слове, в Библии, естественно. Иисус, как посланный Отцом, творил волю Отца на земле и прославлял Отца во всем. А мы с вами, как посланники от имени Христа, должны тоже творить волю Отца, нашего Господа. Отец подтверждает это Матфея 7, вернее, Матфея 17, 5 стихе.
вторая часть его. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Кого мы должны слушать? Сына. Кто войдет в Царство Небесное согласно 21 стиха, который мы только что почитали, Матфея 7? Не всякий, говорящий Господи, а кто? Исполняющий волю Отца. То есть не просто пассивный слушатель, а активный делатель. Истинно верующий христианин. Дома в этой притче с виду они были одинаковые. Крыша, фасад, окна, все одинаковые. Разница вскрылась только тогда, когда пришла буря. Ибо разница была не внешняя, а внутренняя. Они отличались чем? Основанием, фундаментом. А фундамент – это та часть дома, которая не видна человеческому оку. Она где? Она в земле. Вы разве видите дом, когда подходите, что у нее там внутри? Нет. Она в земле основание. Это то, что в глубине, что сокрыто, то, что имеет великую ценность и в конечном счете сыграет решающую роль в том, будет ли дом надежным, прочным и устоит ли под натиском бури, или его ожидает ужасная катастрофа, и он безнадежно упадет. Безрассудный строитель строил свой дом, не заботясь о долговечности, о прочности своего строения. Игнорировал, скажем так, прописные истины в строительстве, тот факт, что от фундамента зависит устойчивость всего строения. Небо было безоблачное, солнце светило, знакомые считали, что внешне все достойно, дом прекрасный. А что еще надо? Человек выбрал себе легкий путь, а именно пространный и широкие врата, которые, согласно 13 стиха этой же 7 главы, ведут куда? В погибель драгоценные. В чем заключалась легкость пути? Строитель не построил фундамент дома. Он не заплатил цену. Он не вложился. Он продешевил. Он заботился больше о внешнем виде, об упаковке заботился, чем о содержимом. Он поступал не так, как говорит Слово Божье, а как говорит его испорченное сердце. Выбрал то, что ему нравится, что ему выгодно, что льстит его слуху, но никогда не брал свой крест, чтобы следовать за Христом. И никогда не брал на себя одно иго с Господом, чтобы идти с Ним по одной упряжке, одной дорогой. Не искал лица Господа, но без креста, как известно, никто не увидит Христа. Чем легче было, чтобы легче вам было понять эту притчу, чуть буквально поясню основы строительства домов. Есть дома без фундамента. Как они называются? Модульные дома. Сейчас это современный модный тренд, я вам скажу. А все потому, что строят их быстро, и они дешевые. Каждую секцию дома уже собранной привозят на участок, где устанавливают на заранее подготовленный фундамент. И чаще всего в качестве такого фундамента основания выступает насыпь. Это из песка, щебня и цемента. То есть создается своеобразный такой подиум. По сути, такой дом – это конструктор Лего. И хотя модульный дом можно построить согласно всех СНИПов, требований, которые должны к домам жилым, однако такую постройку может не принять как капитальную, так как нет прочной связи между землей и этим домом. Сейчас у меня тут погас экранчик немножечко, я найду свой конспект. Сейчас, секундочку. Вы понимаете, вы разницу, вывод сразу делаете? Нету связи, да? Так же точно, как дом, который был на песке, у него нету связи с Иисусом. С Иисусом нет связи. И еще, модульный дом легко перенести в другое место. А мы в Евангелии что прочитали в Матфея 7 главу? Что такой дом? Он что? Он рухнул, он легко, он, знаете, это как перекати поле. Он легко сдвигается. И вот что еще интересно я прочитала, что поставить на учет в ЕГРП модульный дом нельзя.
Для нас какой это вывод мы можем сделать? Такой дом не является частью Царства Небесного. Вот такой интересный вывод пришел. Интересно отметить, что фундаментом небоскребов, вообще фундамент небоскребов закладывается, знаете, на какую породу? На скальную породу. Чтобы удержал. Прочный фундамент сверливается просто в скальную породу и скрепляется стальными и железобетонными колоннами, на которых держится здание. Разница в фундаменте, как видите, она огромная между этими домами. И богатые люди при строительстве своих домов землю заливают несколько кубов, миллионов кубов цементной смеси. Я это знаю не понаслышке. Мой сосед по дому сделал это. 1 000 000 кубов было залито в один дом. Давайте разберемся, что имеет в виду Господь, когда говорит, что пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. Как вы думаете, что подразумевается под этими стихийными бедствиями? Есть предположения какие-то? В привычном понимании дождь, наводнение, ветер – это испытания, жизненные трудности, с которыми каждый человек сталкивается в течение своей жизни. И христиане, драгоценные, не исключение, вы каждый знаете об этом. Бог нигде не гарантирует своим детям безоблачную жизнь. Да? Нигде. Но если так рассуждать, что эти стихийные бедствия есть не что иное, как временные жизненные трудности, испытания, то почему написано, что падение будет великое и рухнет весь дом? Если, например, у человека серьезная проблема в браке, там, в семье, кто-то в семье смертельно заболел или преждевременно умер, ну и другая какая-то, любая серьезная проблема, то это же не, в любом случае не конец всей жизни человека, будто истинного христианина или номинального. Да, по-разному такие христиане могут перенести одни и те же трудности, хотя сила испытаний будет, так сказать, одинаковая, но по-разному. Для так называемого христианина эти испытания будут более разрушительными для его жизни, ведь он будет проходить их без Божьей благодати, без Божьего водительства. Но это не значит, что весь его дом, построенный до этого, он просто как кирпичный, знаете, как карточный домик, раз навсегда разрушится. Эти люди с потерями, но тоже проходят трудности. Если образно говорить, то крыша протечет, штукатурка облетит, дом покосится, трещины в стенах появятся. Или, если сказать на другом языке, брак разрушится, человек пойдет в депрессию, в зависимость какую-то. Но и такой аварийный дом до определенного критического момента будет продолжать стоять. То есть это будет частичное разрушение, и оно не подходит под описание дома в нашей притче, где весь дом рухнул. Надо учесть, что в этой 7 главе дана вся суть Нагорной проповеди. Иисус описывает здесь 2 пути. Какой? Пространный и узкий. 2 врат, широкие и узкие. 2 строителя, благоразумный и безрассудный. 2 дома, на камне и на песке. 2 итога жизни: упал, выстоял. Так что это не частный жизненный случай, а какой-то масштабный. Как вы думаете, когда будет дана окончательная оценка качеству построенного духовного дома и будет вынесен вердикт? Есть какие-то предположения? Когда? В конце, естественно, в конце. Сейчас мы его правильно сказал, в конце. Матфея 7 глава, 22 стих. «Многие скажут мне в тот день», обращаю внимание, в тот день: «Господи, Господи, не Твоим именем пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили». 23 стих. «И тогда объявлю», когда? «Тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Обратите внимание на 2 момента. Иисус говорит в 22 стихе: «В тот день», и в 23 «тогда объявлю им». Это будет какой-то особенный день для многих, а не для одного строителя. Склонна считать, но я не утверждаю, драгоценная, моя мысль, что речь идет о судном дне. И тогда можно предположить, что шторм в этой притче
Это не жизненные трудности и испытания, а это Божий суд. В поддержку данного толкования, что речь идет в притче о судном дне, говорят и другие места Писания. Такие пророки, как Исаия, Иезекииль, Осия, Наум, они описывали судный день именно такими словами же. Буря, проливной дождь, град, вихрь, огонь, тучи, наводнение. А если так, то тем более нам надо отнестись серьезно к данному предупреждению Господа. Ведь мы видим, что дом, то есть все, что построил безрассудный строитель на протяжении своей жизни, перед этим грядущим штормом не устоял. Итог его жизни печальный. Он не войдет в Царство Небесное. Это ему Иисус выносит приговор. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Жизнь в вечности вдали от Бога – это вообще будет катастрофа для любого человека этого мира. А особенно для тех, кто считал себя христианином, жил религиозной жизнью. Они даже его именем ведь что-то делали, пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили, драгоценные. В этой сфере очень легко можно обмануться, так как все это можно делать и не Божьей силой, а силой бесовской. Бесы легко подыгрывают, что выходят, а потом возвращаются легко. Дьявол умеет делать чудеса, притом великие, об этом слово говорит. И в Библии очень много есть предостережений беречься лжепророков. И здесь же, в этой 7 главе, написано в 15 стихе: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к нам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Далее 16 стих, предостережение Христа, что каждого человека надо узнавать по плодам, драгоценные. По плодам. Какой плод должен быть у истинного христианина? Это не творение чудес и знамений, а преображенная жизнь со всеми чертами характера, которые описаны Христом в этой же Нагорной проповеди. Что это? Это кротость, это смирение, это долготерпение, милосердие, любовь, верность и так далее. Мы сегодня остановимся только на основных характеристиках благоразумного строителя, который строит дом свою жизнь на скале. Обоим строителям было предложено 2 метода, 2 библейских инструмента для построения дома. Какие? Таблица 1. Какие? Ушел Давид, да? Ну, он сейчас подойдет, но я им таблицу 1 зачитаю. Первый инструмент – это слушать Слово Божье, да? Слушать Слово Божье, в том числе, конечно же, читать. И второй – это исполнять, на месте, исполнять Слово Божье. Вот 2 инструмента строительства, другого не надо. Слушать и исполнять. Безрассудный строитель использовал только какой инструмент? Первый, да? Слушал Слово Божье, а благоразумный – оба инструмента. Он и слушал, и исполнял. В этом было их отличие. Итак, первое, внимательно послушайте. Первая характеристика благоразумного строителя – умение любить, и прежде всего Бога. Вот интересный вывод, да? Откуда он взялся? Из Писания, драгоценные. Читаем. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали, то есть исполняли заповеди Его». Есть такое? Это любовь к Богу, исполнение заповедей. И второе место Писания, Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет, то есть исполнит Слово Мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и в обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдет слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое». Да? И так далее. Вот такое уравнение. Любишь Бога равно исполняешь Его Слово, Его заповеди. Не любишь Бога равно не исполняешь Его Слово, Его заповеди. Если любишь Бога, значит любишь и Слово Его, и почитаешь Слово Его, и превозносишь Слово Его выше любого другого слова. Так что благоразумный строитель, который исполнял Слово, имел
и любовь к этому слову, и любовь к Богу. Верно? И вот такого соблюдающего слова Отец возлюбит. Здесь же четко написано. Соблюдающего слова Отец возлюбит, и обитель в нем сотворит. То есть будет в нем жить. Таким образом, различие между истинным христианином и номинальным христианином проявляется прежде всего в наличии истинной любви к Богу у первого и отсутствии любви к Богу у второго. Бог Отец предопределил нам быть похожими на кого? На Сына. И это наша цель своеобразная. А если Бог есть любовь, то без любви о какой схожести может идти речь? Если мы не подражаем Иисусу как Господу, как Учителю, и не делаем то, что Он делает, и не делаем то, что Он велит нам делать, то как можем претендовать называться христианином и учеником Христа? Ученик драгоценный – это тот, кто учится у своего учителя. Иоанна 8:31. Это было сказано веровавшим иудеям. «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики». Слово «пребудете» там мена, то есть равно будете жить словом. Вот когда ученики, когда будете жить словом этим. Скажите, если человек какой-то пойдет учиться ремеслу, пойдет, например, портному, художнику, там, кузнецу, и будет сидеть часами и слушать, и смотреть, как нужно шить, как нужно писать картины, как подковывать там лошадь, но сам никогда не возьмет в руки иглу, кисть и с огнем не будет работать. Скажите, он станет мастером своего дела? Ну, станет? Конечно, нет. Чего так не смело? Вообще учитель признает его, что это его ученик. Пусть он десятилетия там сидит и смотрит. Никогда. Никогда. Без практического подражания невозможно стать похожим на мастера, на учителя. Учитель скажет, что это слушатель его курсов, но не ученик и не последователь. Согласны? Но если так в физическом мире установлено между физическими людьми, то почему в духовном мире планка должна быть ниже, а не выше? Хотим только называться учениками Христа, но не хотим следовать за Ним, делать то, что Он говорит, подражать тому, что Он делает, становиться похожими на Него. Без послушания, исполнения, подражания нет ученичества. Просто слушать Слово недостаточно драгоценное. Иаков 1:22 говорит: «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающих сами себя». То, что я говорила, что некоторые себя обманывают. Слово драгоценное – это духовная пища. И ее точно так же, как физическую пищу, которую мы каждый день едим, нужно есть правильно. Нужно пережевывать, чтобы она усвоилась и этим жить. Человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Это одинаково относится как для ума, так и для тела. Это не мои слова. Это слова принадлежат Бенджамину Франклину, один из основателей Америки. Так как над Словом Божьим нужно размышлять, чтобы оно растворилось верой сердца, чтобы оно стало частью нашего естества. Обязательно нужно размышлять. И еще, это слово нужно исполнять в точности. А кто исполняет Слово Божье? Мы только что прочитали с вами Иоанна 14:23. Тот, кто любит Господа. Неисполнение повеления, опять-таки уравнение, равно игнорирование повеления. Согласны? Игнорирование повеления равно непочитание, неуважение того, кто говорит это повеление. Обобщенную табличку 2 с уравнениями. Ага, Давид, поставь на экран. Посмотрите это уравнение. У них нет конкретно написано в Слове Божьем, но они не пришли. Я думаю, что они вам будут более понятные. Если к нам лично обратится, допустим, президент страны, да даже мы возьмем президент республики нашей с каким-то повелением, сделать что-то нам посильное. Скажите, мы даже мысли не допустим проигнорировать. Нет? Нет, исполним, постараемся сделать как можно лучше и побыстрее. Верно? Хотя в данном случае будет
даже не проявление нашей любви к президенту, а что только уважение к его позиции. Если так мы относимся к человеку у власти на земле, то тем более Господь вправе ожидать еще лучшего отношения к Нему, тому, кого мы называем Господом своей жизни и царем царей, царем царства, подданными которого мы себя считаем. Дорогие, нам нужно поднять авторитет Слова Божьего в своей жизни. Пророк Амос сравнивает Слово Божье с чем? Я уже вам надоела этим примером. Скажите мне, с чем? С отвесом. Слово Божие – это единственно верный ориентир во время стройки нашей жизни. И в физическом мире на стройке пользуются отвесом физическим? Да, конечно. И притом это делают постоянно. Постоянно. Это что означает для нас? Вернее, как они делают? Положили рядок, там кирпича, камня и отвесик. Ровно ли и все? Это означает для нас, что мы всю свою жизнь, все мысли, все действия и поступки должны сверять со Словом Божьим. А чтобы сверять это Слово, нужно знать. Нужно открывать Слово, читать его. А если сверили и увидели, что что-то не соответствует отвесу, то тут же нам нужно это исправить, а не просто принять к сведению и строить дальше. Если что-то криво, косо лежит, то оно обязательно даст трещину. В конце концов разрушится в свое время. Хотя вначале это может быть совсем незаметное такое отклонение, но чем дальше, угол отклонения будет все больше. Простая геометрия. В школе все учились. И что придется делать в конце? Если упрямиться, если игнорировать эту погрешность, эту кривизну, что делать? Все ломать, возвращаться к тому месту, где мы накосячили. А это потеря сил, времени. У нас одна жизнь, второй не будет. Это бесплодие. Такой печальный итог нашего непослушания Слову Божьему, неисполнения Его. Если применительно к нашей притче о строителях, то безрассудный строитель, он имел отвес. Слово Божье он слушал, держал его в руках, этот отвес, но им не пользовался. Скажите, есть польза от отвеса? Ходить как с кадылом, с чем-нибудь, вот просто взял как с палкой. Есть польза? Нету, никакой. Это интеллектуальные знания разума, это сухие семена, это самообман. И значит, никакого духовного плода они не принесут. Придет к концу жизни такой человек с пустыми руками. Строил не там, где должен, и не так, как должен, а сам по себе никому не нужную религиозную жизнь, не имеющую ценности и силы жизни, и конец печальный. Сохрани нас всех, Господь. Табличку 3 выведи на экран, пожалуйста. Итак, любовь к Господу, проявленная в исполнении Его Слова и в подражении Господу, это важнейшая характеристика христианина, который строит дом на скале и имеет глубокий фундамент дома. Согласны? Писание мы провели уже. Мы эту формулу уже вывели и рассмотрели подробно. Любит, значит, исполняя Слово, строит фундамент, строит на скале. Наша платформа, наше основание – это живая личность Иисус Христос. Поэтому отношения с Господом нужно углублять все время, укреплять через общение и обязательно расширять познание о Господе. Апостол Павел познание Господа ставит во главу углов. Для него все остальное в сравнении с этим – ничто. Мусор. Ничто. 1 Иоанна 4,8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Давайте от обратного. Значит, кто любит Бога, только тот познает Его. А это, в свою очередь, подразумевает, что он строит личные отношения с Господом, возрастает его упование на Бога. Слово «познал» – это слово, мы уже тоже говорили, геноска. Оно означает также интимную связь, как между мужем и женой. Понимаете, о какой степени близости идет речь о познании?
Без любви человек не может исполнить двух самых главных Божьих заповедей. Какие самые главные Божьи заповеди? Любовь к Богу, любовь к ближнему, да? Друг к другу. И потому такой человек остается беззаконником, и он не может войти в Царство Божье. Иисус Христос говорит, что Он отвергнет таких людей и объявит им, что Он их не знал. Мы зачитывали Матфея 7, 21. И, соответственно, они недостойны Царства Божьего. Не знал, здесь то же самое слово. Можете проверить. Я смотрела внимательно греческий. Геноска. То есть это тоже слово. Близость, интим. Вот это не знал. Он всех знает, он все звезды знает, он каждую птичку знает, и наши имена все знают. Но он не знал, говорит, это близости не было с ним, вот той, которая должна быть, заветной. Хождение в церковь может помочь приблизиться к таким отношениям, дать понимание их важности и ценности, но не сможет обеспечить сами эти отношения. Интим возможен только между двумя, между Господом и каждым из нас. Третьего не дано. Вторая важнейшая характеристика благоразумного строителя дома на скале – это вера и доверие Господу. Человек может доверять только тому, кого знает и кого любит. И притом не односторонне любит, а с кем имеет взаимную любовь. И может строить взаимоотношения, познавать все более и более. Верно? Никто не может доверять всецело тому, кого не знает. Иначе это будет просто легкомыслие какое-то, беспечность. Ну как можно верить, если не знаешь? Веры ее не видно. Она точно так же, как любовь, она сокрыта. Где? В сердце человека. В сердце. Но это то, что дает силы выстоять в любую бурю. Если речь идет о житейских трудностях. И что даст силы устоять в последний день судный. Это то, что нельзя учесть, глядя на человека. С виду ведь человек такой, как все. Но когда приходит испытание в его жизнь, тут-то и проявляется то, что внутри человека. Тот стержень, что есть в его сердце. Вера и любовь. Проявляется характер, подобный, как у Господа. Не раз недоумевали те, кто убивал маленьких, беззащитных людей, истинных христиан, которые смело шли на смерть, в огонь, на виселицы, на сидение зверям ради веры и любви к своему Господу. И вера и любовь – это не слова драгоценные. Это не «я тебя люблю», просто. Это действие. И вера и любовь, они сводятся к одному – к исполнению Слова Божьего. Жизни по этому Слову, то есть пребыванию в Слове. Какой можно сделать с вами вывод? Какие составляющие нужны для строительства дома на скале? Давайте их перечислим. Табличку 4, Давид, пожалуйста. Первое. Знание Слова Божьего. Оно от чего? Оно услышание, да? Мы знаем это. Но речь не об интеллектуальном знании. Речь о духовном знании. И вторая составляющая – это исполнение Слова. Оно, в свою очередь, состоит из двух компонентов. Каких мы только что сказали? Веры и, громко все, любви. А именно их действенного выражения. Действенного выражения веры и любви. Все характеристики в равной степени нужны и важны. Тесно взаимосвязаны и неразрывны. Вера растет от слышания Слова Божьего, и в результате близости с Господом становится живой верой, проявленной верой. Любовь также возрастает от познания Господа через Слово и через близость общения. Вот эти составляющие и определяют в конечном итоге, какой будет итог нашей жизни. Если не будет хоть одного из этих компонентов, дом не устоит. Мне пришла такая аналогия, когда готовила слово. Если слушание взять за песок, а исполнение за цемент, то вполне объясним итог стройки на песке. Вернее, вообще итог стройки. Песок состоит из мелких камушков, да? Песок из мелких. Но если их не скрепить цементом, песок непрочная основа. Он легко размоется потоками воды, разнесется ветром. Песок – это как интеллектуальные знания, не перемещенные с
разума в сердце и не ставшее духовным знанием. Согласны? В отдельности эти два инструмента, слушание и исполнение, не работают. Их нужно соединить вместе, чтобы был желаемый эффект. Знание слова очень важно, но и исполнение его не менее важно. И при том исполнение по водительству Духа Святого. Дух Святой символизирует Писание и что еще? Воду, песок, плюс, то есть знание слова, плюс цемент, исполнение слова, плюс вода, водительство Духа Святого. Вот драгоценный, полноценный строительный материал. Так легко Бог объясняет. Просто на пальцах. Важно понимать, что буря приходит абсолютно ко всем. Будь то это жизненные какие-то трудности или грядущий суд Божий. Поэтому главный вопрос не в том, как избежать этих бурь, а в том, как к ним подготовиться, чтобы устоять. И нам, дорогие, надо готовиться всю свою жизнь. Копать, углубляться, прикладывать усилия, тратить время, платить высокую цену, чтобы построить дом на камне, и чтобы фундамент нашего дома был глубоким и прочным. Другими словами, пускать корни, углублять отношения с Господом, возрастать в вере, в любви к Нему. А как узнать, на чем мы строим свой духовный дом? Я думаю, этот вопрос промелькнул у каждого. Проверить себя. Я подскажу немножечко, а вы можете потом добавить себя. По преображению, по изменению своей жизни, своего характера, по наличию любви к Слову Божьему, по читанию этого Слова, исполнению, по наличию личных взаимоотношений с Господом, по доверию и упованию на Господа. На эти вопросы нам нужно дать себе четкие ответы. Нужно посмотреть, есть ли у нас все эти компоненты для построения дома. То есть духовное знание Слова Божьего, живая вера в Господа, горячая любовь к Нему, водительство Духа Святого. Наша практическая жизнь поможет также правильно оценить место стройки дома. Подражаем ли мы своему Учителю и Господу? Несем вечное Евангелие в мир? Служим дарами Духа Святого? Делаем все в своей жизни как для Господа, по Слову Божьему и во славу Его. И все это с единственным мотивом – любовь к Богу и ближнему. Я заканчиваю. Не отчаивайтесь, если ревизия ваших сердец сегодня или на этой неделе, или позже, и ревизия вашей практической жизни скроет недостатки. Они будут, естественно. Нам всем в этих вопросах есть куда расти, углубляться до конца наших дней. Главное, драгоценное, желать преображаться и стремиться всегда использовать ответ Божье Слово по назначению, слушать и исполнять в точности. Мудрости всем нам быть благоразумными строителями. У меня все. Слава Богу, прославление. Можно уже выходить, даже, наверное, без приглашений. Я бы хотел спросить, есть ли у нас... Я могу даже не спрашивать, потому что нету. Я просто вижу, я всех вас знаю, я всех вас видел, или, по крайней мере, я хотел спросить, есть ли у нас люди в зале, кто ни разу не молился, не призывал Иисуса как своего Господа и Спасителя. Просто вот это все, оно не имеет смысла, да, если ты не сделал первый шаг, ты не принял Христа как своего Господа и Спасителя. Мы по-другому сделаем. Если кто-то есть, вы можете подойти ко мне после собрания, и я с вами помолюсь, могу помолиться, либо поговорю. Хорошо? У нас есть еще, мы уже заканчиваем собрание, мы обязательно сейчас прославим еще Господа. Да? У нас что? Именинники, да? Давайте мы, пока прославление у нас готовится, можно тогда, Тань? У нас объявление или поздравление именинников, да, будет? Да. Можно?
Дорогие братья и сестры, я приглашаю выйти сюда тех, у кого было день рождения в апреле. Все, выходите. Коробочка ваша. Через месяц. О, Лена Рощина сегодня. Нет, О, Лена сегодня. примите наши скромные подарки. Вообще поздравление майских будет в начале июня. Да. И я бы хотела помолиться за вас. Господь, благодарю Тебя, Господь, за то, что Твоей милости и благодати уже достаточно для нашей жизни, Господи, во имя Иисуса Христа. Господь, помоги нам также, благослови нас, Господи, своей мудростью и пониманием, как быть похожими на Тебя, являть Тебя так, проживать свою жизнь так, чтобы в нашей жизни прославлялось имя Твое, Господи. Быть мудрыми и делать правильный выбор, поступать как Ты, в своих мыслях, чувствах, поступках, действиях. Пошли нам свою мудрость, Господи, делать правильный выбор во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Да, и еще раз всех с днем рождения, кто есть. Давайте мы прославим Господа. Будем заканчивать собрание. Почему мы его прославим? Потому что он достоин. Потому что он Бог, Творец всего. Давайте мы вас поем от всего сердца. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройду печаль и страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройду печаль и страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Не забывай, не забывай.
Иисус, за Твою любовь, за Твою силу, Господь, и за Твою жертву, наш Бог. Стою я здесь, вся жизнь моя в тебе. Я знаю, рядом ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для тебя. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. 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 Лишь один, только ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, только для тебя. Присутствие твое, хочу я быть всегда. Еще один день, только для тебя. Присутствие твое, хочу я быть всегда. Стою я здесь, вся жизнь моя в тебе. Я знаю, рядом ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для тебя. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Лишь один, только ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, только для тебя. Присутствие твое, хочу я быть всегда. Еще один день, только для тебя. Присутствие твое, хочу я быть всегда. Иисус, ты первая любовь. Иисус, ты первая любовь. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе.
каждом дне. Слава Богу, на этом наше собрание заканчивается. Пусть Господь благословит вас на эту предстоящую неделю с наступающим вас праздником, Днем Победы. Добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов. Также на молитвенные. Оставайтесь на связи. Все, можно спуститься вниз, попить чаю, пообщаться. Можно пообщаться здесь. А так, с миром Божьим, Господь пусть благословит вас. До свидания.